Доброго утра, друзья! Прекрасное октябрьское утро. Уже почти день. Сегодня 8 октября. Ну и мы идем на озеро за резиновой лодкой. С озера мы вышли 5 числа. 6-7 отдохнули, смонтировали ролики, выпустили. Ну а теперь идем за лодкой. Ну а по пути, наслаждаясь вот этой прекрасной осенней погодой, погуляем по лесу. Если успею, то схожу на путик тестя, обойду путик, посмотрю, что там и как. Ну и вечерком притопаю в избу. Володя, наверное, там еще. Посмотрим, пошла ли утка, начался ли перелет. Если утка пошла, то мы сегодня вечером и завтра утром посидим. Ну а если нет, то завтра утречком выходим и начинаем заниматься какими-нибудь другими делами. Вот. Что мы? Ружье почистили. Так, в нижний стол. Вот такая вот пуля Полева на всякий случай. А случаи бывают разные. Верхний слой. Глав-патрон для спорта. 9 номер, 24 грамма. Ну, это как раз для рябчиков. Так что вперед из песней. Туман довольный, скачет. Короче, друзья, есть повод для включения. Иду я, понимаете ли, посвистываю в манок. Где-то, наверное, сколько? С полчаса уже иду. Все тишина, тишина. И вот здесь вот туман поднял рябца. Поднял, рябчик спорхнул, улетел сюда вглубь. Ну, попробуем. Может быть, что-нибудь да получится. Если нам повезет. Так, рюкзак пока снимать не буду. Ну что, туман? Где твой рябой? Где-то здесь. По-любому где-то затихарился. Вот он. Так, ну теперь я точно сниму рюкзак. Потом я его найду. Потому что я его увидел. Он спорхнул, улетел. Я попробую до него подкрасться. Если получится, что навряд ли. Рябчики в октябре у нас шугливые, умные, продуманные. Это не сентябрьские тупорылые рябчики, которых можно перещелкать как воробьев. Но зато они сейчас покрупнее и пожирнее. Так, ну что, и добыть их намного сложнее. Обойдем где-то здесь, в этом лесочке. Пробуем обойти. Сильно сейчас или послышалось, или был перелет. Небольшой кружочек сделаю, сильно времени терять на него не буду, потому что за ним можно гоняться бесконечно. Такая вот старая дорога. Вижу рябца. Есть. Есть, друзья, есть. А где ты? Вот ты. Вот и первый рябой. Удачно. 9 номер.
9 номер. Голова на вылет. Нормальный 9 номер. Я ничего там не перепутал случайно. Самец. Вот такой вот репчишка. Крыло переломано. Нога переломана. Короче, попало четко. Вот такой вот рябой туман. Это первый твой рябчик. Не лаял ты, конечно, но поднял ты его. Так что, друзья, с полем. Это первая боровая дичь в этом сезоне. Первый рябчик 8 октября. Раньше октября точно нету смысла на них охотиться, потому что они маленькие. Теперь они более-менее, тушка у них большая. Когда с дерева падала, земля вздрогнула. Это, конечно, шутка. Вон, радости-то, радости-то. Сейчас я ему дам лапку. Хотя не надо ему лапку сейчас давать. Вечером почищу и дам ему лапку. Так. Сейчас я посмотрю, с какого заряда я его стрелял. Все правильно. Глав-патрон для спорта. Скет 24 грамма. 9 номер. Как-то вот так. Инскаден. Ну, пошли дальше топать. Главное, только выключил камеру, сделал 2 метра. И на тебе, заметил, сидит. Еще одна 9 у меня есть. Заряжаем. Отличная окучность. Нормально. Хорошо, что я еще заметил его. Пошли дальше. Уже что-то есть с полем, Геннадий Геннадьевич. А вот, друзья, и следы лося довольно-таки свеженькие. Вот небольшой лосик он шел. Вот следы свеженькие, наисвежайшие, просто свежайшие следы. Лосик-барбосик. Ладно, мы не за лосем пришли сюда. Лишь бы медведя не было. Так, друзья, мы шли по болотине, по такой чащобе. Вот только что вышли мы оттуда. Иду по навигатору прямиком, без тропы, прямо на озеро. На озеро или на ручей где-то, который вытекает с озера. Вот вышли на такой бор, на такое вот сухое место. И одеваю камеру. Беру ружье на изготовку, потому что здесь вполне возможно, что может подняться крупная боровая дичь, глухарь там, косач или еще что-нибудь. Короче, не будем болтать. Одеваем камеру, идем. Место хорошее, место красивое. Поснимаю немножко. Если никого не будет, то выключусь. А так хоть запечатлеть взлет, падение. Если падение, то хорошо. Ну, хотя бы взлет. Такой вот тут выруб. Видно, раньше уже давным-давно выкосили лес. Вырастает новый уже. Вон старые чурки. Шли заготовки. И вокруг вот такой лес хороший. Хорошее место для дичи, конечно. Правда, я не вижу ни глухариного помета, ни порхалищ. Ну, надежда все-таки есть. Так что мы идем. Не теряем надежды, что что-нибудь мы сегодня интересного увидим. Но пока топаем. Глухарей нет, косачей нет. Да и репцов даже нет. Я всю дорогу вот видел одного репца, которого добыть удалось. И пока тишина. Так. Что у нас по навигатору? Ага, пока болтал, иду по бору. Оказывается, еще и крутанул немного. Нам надо туда, я иду туда.
Все, так что, друзья, пока выключаемся. До интересных кадров. Ну вот, друзья, дотопали мы к обеду. Время уже час. Все-таки до озера. Поблуждали немножко с этим бором. Вышел на бор, погулял по нему в надежде увидеть боровую дичь. Ну, ничего не увидел, зато отошел от курса. Пришлось возвращаться, потом резать. Болотина, чепыжник. Короче, только-только вот добрел до озера, и то еще не совсем. Вот там вдалеке просвет, болото. Там дальше, вот здесь вот конец озера. И дальше идет уже ручей с озера. Вот, сейчас я выйду, оставляю рюкзак здесь, потому что возвращаться, скорее всего, буду здесь. Отмечу на навигаторе эту точку. И прогуляюсь по ручью, прогуляюсь по озеру. Не знаю, успею ли на путик. Но если буду успевать, то прогуляюсь и по путику. И потом обратный путь в сторону избы. Если успею, то вечером посижу в шалаше. Ну нет, так нет. Завтра утром. Все, потопали на озеро. Так, друзья, подходим к озеру. То есть уже к выходу с озера. Вон там озеро. Вот здесь выход. Ну, типа ручей. Здесь вполне возможно могут быть утки. По этой причине не включились. Так что идем потихоньку. Вот оно озеро. Блин, здесь уж болото. Трясина вон. Опасно. Блин, надо было чуть-чуть правее брать. Трясина. Не видать. Не видать уток. Ладно, попробуем подойти поближе. Может, где-то в кустах. Не видать. Так, здесь нет. Пойду гляну еще в начале озера. Пойдем. А здесь тоже нет. Все, выключаемся. Друзья, я хожу. Посмотрел, доходил до того, уток не было. Пришел сюда на озеро, посмотрел, уток нет. Глянул обратно туда, там плавает утка. Одна крупная утка, не знаю сейчас. Если собака шуганет, она должна взлететь. А если нет, вот рядом получается. Ну как рядом? Метров 100 от меня плавает на озере утка. Походу кряква. Ну что-то крупное. И ветер как раз от меня. Она меня сейчас отлично слышит. Если сейчас собаки поднимется, попробую в лед. Если нет, то нет. Попробую обойти.
выстрел. Ладно, идем в открытую на утку. По ветру. А вон она далеко уже от нас. Уплыла. Он далеко плывет уже. Бесполезно, мы ее не возьмем. Она нас... О, еще и взлетела. Ведь сюда летит. Летит сюда. Бляха. Ну, туман, а. Надо ж так, а. Прям во время выстрела заскочил мне на колено. Туманище, блин. Дурачок, блин. Я же не играюсь там, он туман. Я прицеливаюсь, он прямо на меня заскочил. Так хорошо взял на мушку. Эх, туман, туман. Дурачок. Ну, а второй уже я так, с 7-го номера. А нет, первый, получается, с 9-ки выстрелил, а второй там с 5-ки. Мимо. Благодаря туману. Так, куда гильзы сидел? Гильзы в кармане. Все. Пошли дальше. 5-ка, 7-ка. Туман, ты вредитель. Ты вредитель, туман. Значит, туток нет. Значит, завтра утром... Ну ладно, не будем загадывать. До утра еще дожить надо. Так, вон. Болотина такая ходит, все. Опа. А я еще без палки. Вот такой вот чистейший ручеек течет. Не могу не остановиться и испить чистой воды. Вкусно-то как. Вот и черная смородина. Мы тоже оторвем несколько веточек, верхушек веточек, чтобы вечерком закинуть это в чай. Будет очень вкусно. Запах, просто аромат такой. Вот ни лугов, ничего нету, посреди леса течет ручей. И там вон растет черная смородина. Ну и хватит. Немножко закинем чайник. Будет вкусный запах. Ну а мы держим запах. Мы держим путь в сторону путика тестя Василия Григорьевича. Успеем, не успеем. Что успеем, сколько успеем, сколько пройдем. Все, топаем, идем дальше. Вот, друзья, нашел следы Михаила Потапыча. Сходил по нужде, вон. Ягод, говорят, нету. Вон и клюква тебе, пожалуйста, и брусника, и черника. Все ел. Где-то же он находится. Вон сходил, 2 большие кучки наложил. Но это не свежий. Где-то недельной давности, может, больше. Мы пока топаем. Пока топаем к путику. Пора бы уже, конечно, возвращаться к избе. Но я поставил задачу дойти к путику. Время уже без 23. Ну, 20 минут я еще протопаю. В 3 надо будет возвращаться обратно, потому что я иначе до темноты не успею дойти до рюкзака. А без рюкзака будет ой как фигово. Не то что до избы, а вообще фигово. Да еще и навигатор, смотрю, уже сел. Навигатор сел. Так, дальше двигаемся без навигатора.
пока солнце есть без солнца, по солнцу. А солнце сядет, я не знаю, как буду передвигаться. Батарейки от навигатора у меня в рюкзаке. Вот такая вот беда. Хо-хо-хо. А блуждать здесь, ё-моё, если заплутать. О, глухарь. Глухарь. Друзья, глухарь. Сел на землю. Сел на землю, убираем пулевой. Я не знаю, откуда он спланировал, но это глухарь. Я сам его видел. Так. Убираем мелкую дробь. Ставим. Поставлю 4, верхний ствол. И 4 в нижний. Здоровый глухарина, друзья. Он даже крыльями не хлопал. Просто спланировал откуда-то и все. А мой туман даже его не слышал. Ладно. Попробуем подойти. Так, навигатор у меня сел. Так, дай бог, чтобы все получилось. Здоровенный глухарина. Если что поднимется, попробую на взлете выстрелить. Сел куда-то сюда. Спикировал на землю. Вот он. Далеко. Далеко. Опять слетел. Блин, ветер. Он меня заметил и залетел далеко. Не подпустил. Сейчас попробуем подойти к нему. Туман его вообще не видит. Не слышит. Почему-то. Без собаки плохо будет подойти-то к нему. Нету. Видать, далеко улетел. Не нашел. Не нашел, друзья. Глухарь был старый, здоровенный. Не заметил, куда он сел. И искать его у меня уже нету времени. Скоро стемнеет. А у меня еще и до кучи навигатор сел. Сели батарейки на навигаторе. Надо искать дорогу, пока не село солнце. Значит, глухарь был не наш. Хитрый глухарь. Ну и ладно. Ну и бог с ним. Пусть живет. Не повезло. Но все-таки мы увидели глухаришку, значит, дичь есть. Пипец употел. Короче, дотопал я все-таки до бора, до путика тестя. Успел. Солнышко как раз вот уже садится. Преодолел вот такое здоровенное болото. Вот шел оттуда. Там еще гривка есть. Там уже другой путик у другого хозяина. Вот. Ну а теперь немного передохну. Если остались, покажу старые петли, где мы ходили с тестем. Ну и надо
выдвигаться обратно. До темноты я должен дотопать до избы. До рюкзака хотя бы, ну а потом и до избы. Иначе потемну. Да еще севшим навигатором батарейки-то в рюкзаке остались. Приятного мало. Так что буквально 2-3 минуты передохнем и вперед. Ну, все верно, вот она. Вот она тропа. Тесть у меня умер в 2012 году. В 2012. Сегодня 19 год. Мы с ним ходили, получается, в 2011 году сюда. Это сколько? 8 лет я не ходил. Ну, тропа видно свежая, значит кто-то здесь ходит. Ходит по чужому путику. А что думает? Хозяин умер. Зять здесь не появляется. Он и петли ставит. Я, конечно, догадываюсь, кто это. Ну, хоть петли хорошо снятые. Петли уже снятые. Вижу перья. Вон перья. Ага. Глухаринные перья вот вижу. Значит, это раздолбай какой-то здесь ходит, который петли ставит и не проверяет. Или алкаш, или раздолбай. Вон. Видно, сожрали глухаря. Был глухарь. И вон одни перья от глухаря. Но это козлина, а. Но насторожил ты чужие петли. Ходи да проверяй. А то не себе получается, не людям. Вон попадал глухарь. Вон глухаринные перья. И птицы, получается, съели. Так, надо будет обязательно на следующий год прийти сюда пораньше. Убрать все егоные петли. И узнать, кто сюда ходит. Ну, я догадываюсь, кто. Это, скорее всего, мой сосед. Потому что я как-то спрашивал у него, что да как. Он сказал, ну, так как никто здесь не появляется, я поставил здесь свои петли. А мне появляться было никак здесь. Я работал вдалеке. Не то что вдалеке от родного села, а я работал даже вдалеке от Троицко-Печорска. Работал в Ухте. Никак мне было здесь появляться. Дома меня годами не было. И вот они решили воспользоваться этим моментом. Ну ничего, исправим. По коми традициям родословный путик переходит от поколения в поколение. Так что тесть, видать, чувствовал, Василий Григорьевич, что здоровье шалит, здоровье ерундит. Подошел ко мне в 2011 году. Вот это наши петли, которые мы с ним ставили в 2011. Да, вот. Все прогнило, здесь он не ставил, а там он по центру поставил. Он мне говорил, типа, я ж типа не по вашим петлям ставил, я же по центру. Какая разница, участок-то один. Так вот, он подошел и говорит, пойдем, покажу я тебе свой путик, отметишь его на навигаторе. Вот это уже чужая петля. Чужая, свежая, чужая петля. Ладно, разберемся. А ты потом покажешь его моему внуку, ну то бишь моему сыну, внуку Василия Григорьевича. Ромка сейчас студент, учится, ему тоже некогда заниматься. Вот это наши петли. Наши петли, которые 8 лет уже никто не настораживает. А этот говнюк
решил по чужому путику не пойдет. Так дело не пойдет. Участки родословные переходят из поколения в поколение. Я понимаю, меня бы не было. Все, нет продолжения рода. Путик бы приватизировал кто шустрее или у кого свои путики рядом. Ну вот тут у него на той гривке, наверное, это егоный путик есть. Ну а тут не тут-то было. Вот. Прогнили за 8 лет наши. Ах. Многое, конечно, не успеваем за свою короткую жизнь. Планов много. Работа не дает, работа мешает. Но слава тебе, Господи, хоть до пенсии доработал. Теперь потихоньку будем, что успеем, все поставим на свои места. И путики восстановим. И все сделаем красиво. На это, конечно, уйдет не год и не два. Потому что кроме этого путика еще есть путик у отца. Еще третий путик есть. В планах, конечно, это все будет восстановить. Но на петли, по идее, охота на петли законом запрещена. Хотя, я не знаю, испокон веков, из поколения в поколение коми-охотники ловили на путиках с помощью петель. И ничего, нормально. Дичь была. Весной они дичь не стреляли. Весной петли никто не ставил. Ловили только осенью. И дичи было всегда предостаточно. Но сейчас что? Охоту на петли вроде бы и запретили, зато их долбят форточники с машин. И без зазрения совести не только осенью, но и весной херачат, когда глухарка тупорылая, она просто сидит на дороге и никуда не взлетает. Еще и хвастаются. Я там с десяток наколотил рыжих кополух. Да черти они безмозглые, блин, не понимают, что одна глухарка весной принесет целый выводок. Стреляет осенью, ставь петли, в конце концов. На петли это тоже не так-то просто. Вот я сегодня только к вечеру пришел к путику, и то не к началу, а где-то к середине путика. И не знаю, к ночи, наверное, доберусь до избушки. Это если глухарь 2-3 попадет, так это же еще надо и тащить на себе. Ну ничего, вот такое, друзья, короткое включение. Я знаю, что моя теща Евгения Александровна смотришь этот ролик. Посмотри, где мы ходили еще в 2011 году. В 2011 или 2010, я уж точно не помню. Где мы ходили с Василием Григорьевичем. Вот, где мы ставили с ним петли. Все, конечно, это вот заросло. Но это все будет восстановлено. Можешь не переживать. Путик будет. Путик передам по наследству своим детям. Ну а они дальше этот путик передадут своим внукам. Так что все будет как надо. Но мы пока продолжаем путь к избе. Сейчас мы крутанемся немножко. Посмотрим. Вот это, пожалуйста, это уже петли вора, который зашел на чужой путик. Свежие петли вора.
Все петли вора будут уничтожены. Сейчас некогда, но завтра, не завтра, а на следующий год приду и переломаю к чертовой матери все петли и скажу: все, хватит. Пользовался ты 7 лет чужим путиком, хватит, пора и меру знать. О, нафигачил вон. Не так, как мы, блин. Сколько у нас было? Петель 30, наверное, только на весь бор. А он через каждое вон 20 метров петли херачит, блин. Это дело все исправим. Вот такое, друзья, короткое включение. Может, оно вышло длинным, может, кому-то не интересно. Я пытался довести до вас, как раньше охотились коренные коми-охотники. Охотились они петлями, ставили петли, проверяли и кормили семью без единого выстрела. Стреляли только в редких случаях. А так, вон тропа, скорее всего, он по этой тропе и ходит со своего путика сюда. Ну да, все верно, вон, я-то пошел напрямую, а он и тропа воровская. Воровская тропа, где он приходил со своего путика. Козлину. Все, ладно, встречаемся в избе. Меня аж все защемило внутри. Никогда сам не воровал. Никогда сам не лез в чужие путики. Ну и не люблю, когда воруют и лезут в чужое кто-то. Вот наша петля. Так что все сделаем как надо. Все, выключаемся, встречаемся в избе. Так. Уже темнеет. Откуда-то с болота оттуда поднялся рябчик и перелетел куда-то сюда. Сейчас глянем. Может, повезет. За целый день никого, а тут пролетел. Не знаю. В таких сумерках найду я его, не найду. Вот он. Вот он, вот он. Куда-то сюда сел. Вот он. Есть. Есть, друзья. Попал. Попал. Так. Где-то. Вот он. Вот он, мой хороший. Вот он, мой рябой. Энцкадан. Самец. Вот такой вот красавец. Прости меня, мой хороший. Это друг охота. Крупный самец, хороший. Энцкадан. Так, в итоге у нас сегодня добыто 2 рябца. Да, Туман? 2 рябца добыто. 2 рябца добыто. Голос, голос, голос. Вот какие рябца. Понюхай, понюхай. Так что сегодня тебе вкусный ужин с потрошковей с лапок. С 8 номера стрелял. Ну а мы продолжаем движение дальше. Видели одного глухаря. Убежал. А 2 рябцов мы добыли. Энцкадан не зря с утра до вечера бродили по лесу. Что увидели, то и добыли. Кроме глухаря, конечно. Так что все хорошо. До избы осталось километра 3. Теперь я здесь навряд ли потеряюсь. Ты куда рвешь? Иди сам себе добывай. Найди сначала. Выключаемся. Рекламная пауза, друзья. Так, друзья, заметил я еще одного рябчика. Слышал, как вспорхнул. Заметил, как качнулась ветка, откуда взлетел. Но не видел, куда он полетел
И не видел, куда он сел. На улице темнеет уже. Ну, пройдемся немножко. Может, и на этот раз повезет. Ну ладно. Значит, не мой. О! Еще дальше улетел. Ну и ладно. Пусть летает. Я ему помашу рукой. Летать так летать. Некоторые садятся недалеко, некоторые летят далеко. Так, ладно, надо дергать, иначе я свой рюкзак не найду. Итак, друзья, до рюкзака я дошел, до сплошной темноты. А это значит мы сегодня уже не пропадем. Потому что в рюкзаке есть спички, в рюкзаке есть фонарики. Фонарик, в принципе, со мной был тоже один. В рюкзаке есть запасные батарейки для навигатора. И до избы осталось вот километра 2, наверное. Так что, надеюсь, к избе мы подойдем уже в сплошной темноте. И увидимся в избушке. Или возле избы. Передохну, пожалуй. Устал. Туман тоже устал. Уже рядом бегает. Далеко никуда не отходит. Итак, притопали мы уже в полнейшей темноте. Разжег костер. И сегодня у нас будет самаркандский плов на ужин. Не буду говорить это обедом, потому что это уже ужин. Вода уже скоро закипит. Варись самаркандский плов. Камера еще запотела. Так, закипает 10-15 минут и будем ужинать.